Сания и Таня 8 лет. Из них 4 девочка посвятила пению и танцам. Сегодня Сания настоящая маленькая артистка. Сценический образ, поставленная хореография, номер, а главное вокал. Правда, давать интервью она еще не привыкла, ведь это ее первый конкурс. Потому что я люблю петь, танцевать тоже я люблю. И я с детства пою и танцую вообще. Я хотела одержать победу. Сания лишь одна из многих участников республиканского конкурса фестиваля «Молодые голоса». По праву этот фестиваль самый долгожданный для юных вокалистов. «Молодые голоса» выпустил ни одного артиста абхазской эстрады. Еще бы, ведь в этом году фестиваль отмечает свой 15-летний юбилей. В 2001 году основатель «Молодых голосов» Нурик Варча даже не предполагал, что его детище станет таким грандиозным. Мечта об учреждении подобного конкурса, как это часто бывает, в Нуре Еремеевиче жила практически с детства. Учреждая данный конкурс, мы перед собой ставили цель как-то содействовать развитию абхазской эстрады. Потому что отсутствие эстрадных песен я испытал на себе еще в школьные годы. Я помню, когда мы, абхазские дети, завидовали другим детям, которые имели возможность танцевать на школьных вечерах, а мы такую возможность не имели. Количество участников фестиваля каждый год варьирует от 50 до 70 человек. Все они делятся на 4 возрастные группы – от 5 до 9 лет, от 10 до 12, от 12 до 15 и свыше 15 лет. Обязательным условием для всех артистов является исполнение одной абхазской песни. География талантов обширная. На «Молодые голоса» съезжаются ребята со всей республики. В жизни юных талантов этот конкурс, вероятно, самое яркое событие года. Их судит профессиональное жюри. Раньше оно состояло лишь из вокалистов, однако в этом году было решено пригласить хореографа для оценки сценического движения. Им стала Ольга Денисова, руководитель детского ансамбля «Планета детства». Девушка 4 года сотрудничала с «Молодыми голосами» и когда-то стала первым хореографом, поставившим в рамках этого конкурса номер с подтанцовкой. Ольга Денисова считает, что вокал и сценическое движение неотделимы друг от друга. Для первооткрывателя, так сказать, это было немного волнительно. Не знали, как отреагируют вообще люди, как отреагирует общество, но оказалось, что все приняли это на ура, и теперь ежегодно очень много подтанцовок, очень много появилось детей, которые стали двигаться и петь. Но, к сожалению, хотелось бы, конечно, чтобы это было более ярко выражено и дети понимали, что они выходят на сцену не просто вокалистами, а в первую очередь актерами, артистами и должны демонстрировать не только вокальные данные, но и, конечно же, сценические. Постоянный же член жюри, певица Хатуна Тарба, призналась, что судить детей очень тяжело, однако в первую очередь справедливая оценка необходима им же. Каждый год мы пока послушали младшую группу и среднюю. Ну, с детками, конечно, было вообще очень сложно их судить, они все были очень хорошие. Но судили. Но я хочу вообще отметить, что в этом году намного все выглядело лучше. То есть это систематически с года в год происходит. Первый гала-концерт конкурса «Молодые голоса» шел более 2 часов. Как обычно, проигравших нет. Всем участникам были вручены призы от партнеров фестиваля. Гран-при получила Амина Джарсалия, а первое место – Сания Таня, которая на момент разговора с нашей съемочной группой еще не предполагала, что станет победителем. Элеонора Гилаян, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.